С особой торжественностью школу встречают первоклассников. К примеру, 12-й общеобразовательной школе имени Федора Белова в этом году за парту сядут более 1000 учеников, из них 123 первоклассника. Такое большое количество детей не удивляет, ведь, как верно подметил один из родителей, это дети, рожденные в начале демографического бума, обусловленного с принятием закона о материнском капитале. Немаловажен и авторитет 12-й школы, заметно выросший за последние несколько лет. Малыши-первоклассники с большими букетами цветов в руках – зрелище достаточно милое, потому многие взрослые не могли скрыть своих эмоций. Казалось, родители переживают больше своих детей. В этом году в 12-ю школу пошла моя дочь Акчурина Русалена Флюровна, в первый В-класс, руководитель Кузнецова Нина Петровна. Окончила детский садик «Белоснежка». Все эти годы она показывала очень хорошие результаты. Данную школу мы выбрали по хорошим отзывам, по отличным отзывам, то, что здесь очень сильный педагогический состав, очень близко по месту жительства. Ну и мама обучалась в этой 12-й школе, и дядя, поэтому родная школа, она есть родная школа. Трогательный момент такой, то, что вот человек, первый шаг, вступает в такую сознательную, взрослую жизнь. От этого момента зависит очень многое. В дальнейшем, какие знания заложат, какое воспитание. И все-таки школа очень многое дает. На торжественной линейке ученики средних классов исполнили песни. Первоклассники порадовались стихотворениями. Для гостей праздника был представлен спектакль, в ходе которого присутствующие отгадывали загадки. Словом, в этот день в школе царила праздничная атмосфера. С началом нового учебного года от имени администрации ребят поздравил начальник городского отдела образования Гаяс Хасанов. Прекрасная школа, прекрасный коллектив, прекрасный руководитель Галина Ильяшевна. Поэтому, конечно же, хочу первоклассникам пожелать побыстрее освоиться в стенах школы, а старшеклассникам хорошо подготовиться к государственной итоговой аттестации. У нас все получится, ребята. Коллегам, учителям, педагогам успехов. И родителям, конечно, огромные слова благодарности. Спасибо, что у нас есть такие дети. Вам удачи. Дорогим нашим ветеранам, в дальнейшем здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Школа, в принципе, готова к началу учебного года. Родители, учителя подготовили классные кабинеты. В этом году администрация нашего города выделила финансовые средства на, так скажем, на новое оборудование музея. Посмотрите. Если первоклассники только вступают в новый этап их жизни и с интересом ждут начала занятий, то мысли учеников старших классов уже полностью заняты размышлениями о сдаче единого государственного экзамена. Праздник, он, как уже говорили, и грустный, и веселый одновременно. Но для меня особенно грустный, потому что последний год и в родной школе, считай, с первого класса. И что-то грустное есть, конечно, что прощаюсь с любимыми учителями, со всеми одноклассниками. Ну а веселое это то, что начинается новая жизнь, новый этап. Желаю, чтобы учились хорошо, чтобы все получалось, несмотря на все проблемы. И своим одноклассникам, всем 11-классникам желаю удачи, чтобы они перетерпели этот год и чтобы все было хорошо. Традиционно во время торжественной линейки прозвенел школьный звонок, оповещающий о начале нового учебного года. Впереди ребят ждет нелегкий и в то же время веселый путь к знаниям, которые непременно пригодятся во взрослой жизни. Сегодня большой праздник для жителей нашей огромной страны, в том числе и для учеников, для родителей, наших коллег. Это праздник всенародный, и, пользуясь случаем, я поздравляю всех с праздником, с Днем Знания, желаю всем удачи, здоровья, терпения и благополучия. Наша школа одна из больших школ и добивается хороших результатов. И думаю, что 2016-2017 год тоже принесет успехи. И поэтому всем удачи, добрый путь. Афзал Исламгулов, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.